Джейрахско-Асиновский музей-заповедник занимает площадь 64 тысячи гектаров, практически вся территория Джейрахского района. Обеспечить охрану на такой территории непросто, поэтому в Министерстве культуры России предложили провести работу по выявлению отдельных ансамблей памятников, чтобы затем всему комплексу придать статус охраняемой достопримечательности. Наш знаменитый Обанхи берет начало с ледников бокового хребта Кавказских гор. Культурно-исторический ландшафт Аса-Джейрах расположен в верховьях двух горных рек Арамхи и Аса и состоит из ряда заповедников и аулов. Культурные объекты представлены комплексами каменного зодчества. Это около 200 погребальных склепов, более 300 боевых, полубоевых и жилых башен, христианских храмов, языческих святилищ. Ландшафт представляет собой пример уникальной ингушской культуры, которая у гостей оставила массу эмоций. Эмоции непередаваемые. Естественно, уникальный ландшафт. Вряд ли вы где-то найдете аналоги такие. Непередаваемый. Уникальность в аутентичности, то есть эти башенные комплексы полностью совмещенные с ландшафтом, это уникальный комплект, который вы нигде в мире не найдете. Поэтому мы здесь. Время пощадило творение ингушей больше, чем французские замки той же эпохи. То, что может увидеть сегодня путешественник, поражает воображение. Среди гор, альпийских лугов, сосновых рощ и водопадов в нескольких заброшенных горных городах высятся сотни стройных башен, достигающих около 30 метров в высоту. Другие башни построены на вершинах окрестных гор. Многие разрушены, но некоторые сохранились почти в первозданном виде. Работа по восстановлению предстоит огромная комиссия из федерального центра знакомиться с каждым из памятников архитектуры. Честно скажу, что первый раз вообще в Ингушетии, первый раз в такой большой местности горной. И вот мы сегодня находимся второй день, потому что вчера прилетели. И я бы так сказала, что количество впечатлений и желание вернуться сюда-обратно, оно зашкаливает. И действительно, во-первых, то, что меня поразили, естественно, объекты культурного наследия, которые нам представили коллеги из органа охраны памятников, их историческая ценность, федеральная ценность, а также мы обсуждали возможность включения или вообще рассмотрения этого ландшафта в список объектов ЮНЕСКО. Естественно, все это дополнится этим горным массивом природы, поэтому это, конечно, большие впечатления не только с научной точки зрения, но и с эстетической. Создание ученого совета при главе республики и его работа позволит сделать научно обоснованные выводы по актуальным вопросам, поднять на новый уровень вопросы сохранения и популяризации историко-культурного ландшафта Джейрах-Аса. В первую очередь это культурная и консультативная поддержка реализации всех мероприятий по включению объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО и их сохранению. Какой возраст нам неизвестен, конечно, но здесь видно исторический материал и новые вставки. И это не очень хорошо, что они друг от друга отличаются по составу. Вот. Но мы дадим рекомендации свои. Очень красиво, конечно. Необходимо все это сохранить. На самом деле у вас очень грамотные специалисты. Сегодня у нас была конференция, и уровень очень высокий, что нас, конечно, удивило и порадовало. Совет, по словам Магомеда Дзарахова, обозначил перед собой два приоритетных направления: сохранение объектов культурного наследия и отнесение их к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Вторая задача по приданию международного статуса должна позволить решить первую – усилить защиту объектов. Мы к этому идем с помощью в том числе и ученого совета. Им нам оказывает научную, консультативную поддержку, показывает опыт других регионов, не только регионов нашей страны, но и других стран по включению объектов в список ЮНЕСКО. Отмечу, что в этот список, помимо наших ученых, историков, включены и представители Московского государственного университета, Эрмитажа, есть специалист по ЮНЕСКО из Франции. По сохранению объектов культурного наследия нам дает свои рекомендации, научно обоснованные выводы представитель Германии. Когда объекты в итоге войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пока говорить рано. Однако специальная комиссия будет активно добиваться включения в этот список всех памятников горной Ингушетии, потому что каждая башня по-своему уникальна и самобытна и заслуживает стать архитектурным достоянием мирового сообщества. Руслан Албгачиев, Рамзан Мержоев, Новости 24.